Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Меня зовут Инже, я студентка 4-го курса Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, и данное видео я бы хотела направить на профессиональную ориентацию студентов после окончания колледжа и выбора высшего учебного заведения для дальнейшего обучения. Хочу подробнее остановиться на профессии, связанной с нашими направлениями дизайнер, немного рассказать об университете, в котором обучаюсь, и провести небольшой мастер-класс. Данное занятие направлено на формирование мотивации учащихся к профессиональному самоопределению, активизацию процессов самопознания, актуализацию имеющихся знаний о профессии дизайнер и обобщение и систематизации приобретенных знаний. Одной из модных художественных специальностей в вузах на сегодняшний момент является профессия дизайнер. Дизайн – это феномен художественной культуры XX века. Он зародился на волне научно-технической революции и сразу начал стремительно развиваться, превращаясь в один из самых влиятельных видов проектно-художественной деятельности. Главная задача дизайна – создание комфортной среды для существования человека, основываясь на специальных научных исследованиях потребностей человека, оптимальных условиях для его жизни. Особенность дизайна заключается в том, что каждая вещь рассматривается не только с точки зрения пользы и красоты, но и с точки зрения процесса функционирования. То есть с учетом того, как предмет будет транспортироваться, как упаковываться, где и какое место будет занимать в квартире, какого требовать ухода, как включаться и так далее. Комплексный системный подход к проектированию каждого изделия – это смысл дизайна. Дизайнер, как и каждый человек, имеющий навыки рисования, способен находить в природе идеи для своих замыслов. Профессионального дизайнера отличает развитое воображение, которое связывает мысль и фантазию, что дает ему возможность дарить людям нечто красивое и одновременно функциональное. Для успешной работы в данной сфере дизайнеру важны профессиональные умения и навыки, а также особенности личного развития. Необходимо не только мыслить креативно, но уметь работать с большим массивом информации, организовывать собственное время, расставлять приоритеты, ориентироваться на требования клиента и знать тренды в профессии. Дизайн – это особый продукт специфического, абстрактного и вместе с тем образного мышления. Оно создается и на основе фундаментальных знаний, философии, эстетики, антропологии, основ изобразительной грамотности, психологии. Оно предполагает изучение техники, технологий, эргономики, экологии, системного проектирования и других направлений. Профессиональная деятельность дизайнера, как развивающаяся на социальной почве, так и опирающаяся на естественные качества человека, такие как эстетические, эмоциональные и интеллектуальные, установила роль и место дизайна в общественной жизни. Смысл дизайна – стать уникальным, мощным и эффективным средством воздействия эстетической и облагороженной активностью общества. А сейчас я бы хотела рассказать о художественных направлениях университета, в котором обучаюсь. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы основан в 1967 году и является ведущим педагогическим вузом Республики Башкортостан, который готовит специалистов в различных областях – социальной, культурной, естественно-научной, в сфере образования, информационных технологий, переводоведения, искусства и так далее. БГПУ включен в состав сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества, куда входит более сотни высших учебных заведений мирового образовательного пространства. Остановимся на художественно-графическом факультете данного университета. Он включает в себя следующие направления. Зоотехнология. Здесь студенты получают педагогическое образование с двумя профилями подготовки – изобразительное искусство и технология. На сегодняшний день в республике существует развитая сеть учебных заведений высшего и среднего профессионального образования, нуждающихся в таких специалистах. Следующее направление – декоративно-прикладное искусство и дизайн. Оно дает возможность получить не только комплексные знания по педагогике и психологии профессионального обучения, а также заниматься индивидуально по выбранным видам декоративно-прикладного искусства и дизайна в течение всего периода обучения, выставляться на студенческих и профессиональных выставках. И еще одно направление – графический дизайн и дизайн среды. Это направление готовит специалистов-дизайнеров, конкурентоспособных на мировом рынке, обладающих высокой скоростью развития интеллектуальной и творческой сфер, глубиной и нетрадиционностью мышления, способных решать проектные задачи любой сложности. Первые 2 года студенты изучают базовую подготовку по дизайну, а начиная с 3-го курса делятся на профили. О направлении, на котором обучаюсь, декоративно-прикладное искусство и дизайн, хотела бы рассказать чуть больше. Целью данной программы является подготовка специалистов в области ДПИ и дизайна, обладающих художественно-творческими способностями в области профессионального обучения декоративно-прикладному искусству и дизайну, способных обучать студентов среднего профессионального образования, то есть профильные колледжи, и системы дополнительного образования, курсы повышения квалификации, творческие студии, художественные школы и школы искусств.
структуру учебного блока данного направления входят общекультурный блок с дисциплинами философия, история, иностранный язык, русский язык, культура речи, основы экономики и другие. Блок педагогики и психологии профессионального образования, общехудожественная подготовка с дисциплинами живопись, рисунок, композиция, история искусства и дизайна. Профильная подготовка по дизайну, включающая инженерную графику, проектирование, историю дизайна, компьютерное проектирование, каллиграфию, макетирование, фотографику, а также профильная подготовка по декоративно-прикладному искусству с дисциплинами технологии изделий народных промыслов, современные технологии декоративно-прикладного искусства и художественная обработка материалов. Также мы и большинство наших студентов активно участвуем в деятельности, направленной на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, с тяжелыми нарушениями зрения. А в качестве примера хотела бы показать макет мемориального дома-музея Сергея Тимофеевича Аксакова, выполненный нами на 3-м курсе обучения. Также в нашем университете преподают опытные преподаватели, большинство из которых являются членами Союза художников и Союза дизайнеров России. Уровень преподавания на нашем факультете достаточно высокий. А сейчас я бы хотела приступить к мастер-классу по витражной росписи, но перед тем, как начать работу, немного расскажу о данной технике. Считается, что простейшие витражи существовали еще до нашей эры. Мозаика из небольших пластинок цветного стекла была обнаружена в Древнем Риме. Цветными стеклами были заполнены окна Софийского собора, построенного в Константинополе. Но в конечном итоге появились альтернативы, которые не уступали оригиналу, одной из которых стал заливной витраж. Витраж – это орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого материала, пропускающего свет. В наше время витражная техника имеет широкие перспективы развития в нашей стране. Ну а теперь приступаем к работе. Перед тем, как начать работу, выбранную композицию необходимо подложить под стеклом. Затем стекло нужно обезжирить. С помощью контура обозначаем границы работы. После того, как высохнет контур, приступаем к цвету.
Данное мероприятие было организовано с целью более подробного раскрытия художественного направления, возможного выбора высшего учебного заведения с учетом ваших интересов и приоритетов в соответствии с будущей профессией. Я надеюсь, на данном видео вы закрепили для себя какие-то новые моменты, узнали что-то интересное. Спасибо большое за внимание, до свидания.